Доброе утро, уважаемые телезрители, телеканалы Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии». Вместе с вами мы встречаем сегодняшний день. На календаре уже 21 сентября, четверг, день недели. Елизавета Глаголева, Павел Танин. Еще раз всем здравствуйте. Много интересного для вас приготовили. И, собственно, о чем сегодня мы поговорим. Сегодня мы поговорим с гостями о якутском многоборье, как это проходило, что будет проходить в дальнейшем. Собственно, соревнования по этому виду спорта. А потом поговорим о таком замечательном, интересном явлении в китайском городе. Там зацвело самое настоящее цветочное море. И вот мы прям вживую посмотрим кадры с этого места. Также поговорим, что в городе Киеве открыли эко-усадьбу для туристов, которая называется «Мастерская сказок». Ну и, конечно, сегодня четверг, в кинотеатрах начинаются премьеры, поэтому узнаем, что в кино можно будет посмотреть сегодняшнего дня. И вместе с этим, конечно же, по традиции сегодняшнего дня мы разыграем пригласительный в кинотеатр «Центральный». Собственно, два пригласительных в одни руки. Будет вопрос уже совсем скоро, а чтобы на него ответить, нужно будет подписаться на наш телеграм-канал. Ссылку на него видите внизу экрана. Там же есть QR-код, который можно отсканировать. Если вы до сих пор этого не сделали по каким-либо причинам, вперед, флаг вам в руки, как говорится. Подписывайтесь на наш канал и следите там за новостями. А сегодня, собственно, участвуйте в розыгрыше. И давайте по традиции узнаем, какая погода нас сегодня ожидает. На 6 часов утра в центральных районах от минус 12 до минус 4 градусов. В Заречной группе минус 9 плюс 1. В южных 0 градусов, в Вилюйской группе минус 1 плюс 4. В Нижнеленских от 0 до плюс 2 градусов, в западных плюс 2 плюс 4. В Колым-Индигирской группе Улуса от минус 1 до плюс 4. В Ямских от минус 13 до минус 10. На северо-западных от минус 1 до плюс 2. Температура воздуха на 6 часов утра составляет в Якутске минус 2 градуса. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. И сегодня что ожидает нас днем? Сегодня осадок не ожидается. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Временами порывы 7-12 метров в секунду. Температура днем ожидается плюс 9, плюс 11 градусов. Вот сейчас в руках у меня пригласительные, о которых чуть ранее мы сказали, и прямо сейчас прозвучит вопрос, на который нужно будет ответить. Кто быстрее это сделает, и самое главное, правильно это сделает, даст развернутый ответ, что немаловажно, тот в свои руки получит вот эти два пригласительные, каждый на одну персону, и сможет уже в эти выходные, наверное, его реализовать, пойти посмотреть интересное кино, провести замечательно вечер. А вопрос будет продублирован в нашем телеграм-канале, прям вот будет вот так вот пост с вопросом и так далее. И там в комментариях вам нужно будет отвечать на этот вопрос. Еще раз, вот ссылка на телеграм-канал, вот там чуть-чуть левее для вас, для меня правее QR-код. И, собственно, в комментариях под вопросом свои ответы пишите. Ответ должен быть достаточно детальным, поэтому будьте внимательны. А звучит вопрос следующим образом. Что в 60-х, 70-х годах прошлого века в Якутске делали с безбилетными гражданами общественного транспорта? Ну или, проще говоря, с людьми, которые не оплачивали за проезд в общественном транспорте. Вот такой вот вопрос. В Телеграме он сейчас появится. Обязательно будет проверка на то, что вы подписаны на наш телеграм-канал. Вопрос уже появился, поэтому желаем вам удачи. Вот за эти пригласительные мозгами, так сказать, пораскинуть. Ну а умение быть благодарным – это замечательное, полезное качество. Насколько легче живется людям, которые по всем что-то испытывают позитивное, благодарность, даже, казалось, за какие-нибудь пустяки. Солнечную погоду, улыбку малыша, распустившийся цветок. Сегодня, 21 сентября, празднуют Всемирный день благодарности. Пусть сегодня у вас все получится, и вы в ответ не забудете поблагодарить окружающих за все хорошее, что с вами происходит с вами. А далее наша ежедневная рубрика. На календаре 21 сентября сегодня отмечают День мини-гольфа, День поиска сказок, Всемирный день благодарности, День IT-профессионалов, Международный день мира, День зарождения российской государственности.
По народному календарю этот праздник приурочен к рождению Пресвятой Богородицы или Осенины. К этому дню в полях заканчиваются уборочные работы. Люди благодарят Богородицу за собранный урожай. По этому случаю устраивались народные гуляния с песнями, танцами и играми. Также следили за приметами. Если зайцы роют глубокие норы, то зима будет холодной. События в этот день. В 1676 году вступил на престол Папа Римский Иннокентий XI. Начался переход русских и австрийских войск через швейцарские Альпы под командованием Суворова. После 48 лет отсутствия в России с 2 концертами прибыл Игорь Стравинский. В 2004 году был основан Вики-цитатник на русском языке. В этот день родились Ольга Книпер-Чехова, русская актриса, жена Антона Павловича Чехова. Зиновий Герд, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Юрий Лужков, российский политический деятель, второй мэр Москвы. Стивен Кинг родился в 1947 году, американский писатель, получивший прозвище «Король ужасов». Светлана Ромашина, российская спортсменка, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Именины в этот день отмечают Ян, Иван, Егор, Георгий, Мария. Ну а в Якутске проведут чемпионат по северному многоборью федерального масштаба. Участие в нем примут спортсмены из Дальневосточного, Сибирского, Уральского и северо-западных федеральных округов. Состязания пройдут с сегодняшнего дня по 23 сентября. И подробнее об этом поговорим с нашими гостями. Это старший тренер Республики Саха-Якутия по северному многоборью Анатолий Попов и тренер по северному многоборью Ямало-Ненецкого автономного округа Лангортов Денис. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, вообще, сколько ожидается вообще участников на соревнованиях? Ну, вчера у нас прошла мандатная комиссия, там всего 51 участников. Участников в этом году очень мало. Всего приехали с Красноярского края, Ямало-Ненецкий округ и наша республика. То есть региональная, получается, ну, какие регионы представлены в итоге? С нашей республики. Ну, нет, вообще, в принципе, из участников, то есть какие Ну, регионы они участников, представляют? как я сказал, из Красноярский край и Ямало-Ненецкий округ. По каким видам проходят соревнования у вас? Проходят по 5 видам, это северное многоборье. Сегодня пройдут тройной национальный прыжок с отталкиванием 2 ногами. После этого в Чачурмуране пройдет бег с палкой по пересеченной местности. Далее завтра начнется метание спортивного топора, потом метание аркана на хорей и заключительный прыжки через нарты в воскресенье в Мадуне будет. А на кого рассчитаны соревнования? Для женщин, детей, мужчин? Ну, там возрастная категория для чемпионата федеральных округов мужчины и женщины, 2 категории только. И в рамках чемпионата мы проводим сами республиканский турнир среди юниорок и юношей 16-17 лет. Денис Сергеевич, вот вы, получается, представляете Ямало-Ненецкий автономный округ, который, ну, так же, как было сказано, принимает участие. Насколько большая команда приехала на соревнования? Как вообще настроены на участие? Да, у нас команда Ямало-Ненецкого автономного округа приехала полная сборная, 6 мужчин и 5 девушек. И я как тренер, представитель, вот 12 человек прилетели. Как долго, ну, подготовка вообще длилась к соревнованиям? Да, у нас сейчас и сборы российские были, они ездили, ребята. Кто после сбора приехали. Ну, учебный год с 1 сентября начался. И кто-то может подготовить, кто-то самостоятельно дома. На летний период у нас самостоятельно тренировались спортсмены. Ну вот сейчас посмотрим, кто тренировался, тот и хорошо выступил. Тренировался. Расскажите, пожалуйста, как и когда вы решили провести турнир памяти Виктора Петровича Ефимова? Первый республиканский турнир проводился в 2014 году. После 2014 ну, там участников тоже где-то около 60-70 было. Второй турнир уже провели на межрегиональном уровне. Ну, там тоже другие регионы не смогли приехать. И вот в этом году поэтому решили включить, Федерация Северного многоборья России включила в календарный план всероссийских соревнований. Поэтому вот уже начали, на сегодняшний день приехало 2 региона. А в целом, вот, допустим, ну, не первый год чемпионат проводится, какие-то новшества еще появились
проведении? Ну и по части организации нету. Ну, вот самый большой шаг сделан именно в то, что чемпионат федеральных округов. Ну, а внутри, допустим, соревнований, дисциплины? Внутри ничего нет, там ничего не меняется, там по программе. Пока Да. там все по программе. Ну а если говорить о том, что в этом году много регионов приезжает, да, поучаствовать в соревнованиях, как было в прошлом году? Было их меньше или столько же? Ну, до этого у нас только проходило на уровне республики. Но там участников много было, да. Самый 2022 год, там 140 участников было. Там возрастных категорий много было. Самые маленькие 10-11 лет участвовали дети. Денис Сергеевич, вопрос, опять же, по подготовке вашей команды непосредственно. То есть, как правильно это будет сказать, да, наверное, как оцениваете, на что рассчитываете на турнире? То есть, есть ли уверенность в достаточно в хорошем выступлении команды, или есть все-таки у вас конкуренты из других сборных, на которых с которыми нужно быть повнимательнее, что называется? На Северном Многоборье развито во всех округах. Конечно, Республика Саха-Якутия, все равно ребята хорошо, очень высокого уровня. В каждом регионе Северном Многоборье развито хорошо. Тут, конечно, все зависит от каждого спортсмена, как он подготовлен на сегодняшний день, потому что год только начался, после лета все отдыхают. Но кто подготовился, тот и выиграет эти мероприятия. Ну, конечно, для участников какая главная мотивация победить? Это, конечно же, приз, да? Какой же приз вы в этом году предоставите? Ну, призовой фонд ежегодно. Вот, родственники Виктора Петровича Ефимова очень хорошие призы ставят. От начала 2014 года, как начали проводить соревнования, там первые соревнования там 100 тысяч было, 50 тысяч абсолютным победителям. А на сегодня чемпионата по мужчинам и женщинам тоже призы по 80 тысяч, первое место, второе место там 50 и 30 за третье место. Это в абсолютном или это в категориях? Это в абсолютном первенстве. Помимо по видам, отдельным 5 видам, тоже там очень хорошие призы. Ну, спасибо большое за информацию. Желаем, самое главное, зрелищных, интересных выступлений. И чтобы чемпионат показал, кто готовился летом, а кто летом, кто нет. собственно, не готовился. Спасибо еще раз. Хорошего вам дня. Мы сейчас прервемся на короткую паузу, после которой мы вернемся в студию, продолжим встречать сегодняшний день, 21 сентября на календаре. Напоминаю, день недели, четверг. Впереди еще много чего интересного. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Активный завоз грузов продолжается на арктических реках республики. Так, на текущую дату отгружено 1 миллион 100 тысяч тонн. В аналогичный период прошлого года цифры были почти такие же, и запланированные объемы были реализованы до конца навигации. В зоне особого внимания остаются арктические реки. На этих реках навигация начинается намного позже, чем на всех остальных. В последние годы перевозчики сталкиваются с рядом проблем на реке Яни из-за мелководья. В августе суда там простаивали вследствие отсутствия необходимых глубин. Навигацию удалось возобновить 1 сентября. Сегодня увеличено количество судов, задействованных в завозе, а также продолжаются дноуглубительные работы. В арктические районы Якутии доставят 510 тонн овощей и яблок. В рамках второго тура навигации в арктические районы республики направлены теплоходы и рефрижераторы Якутопторга, Магдебург и Михаил Мальчиков. Магдебург сейчас находится в Нижнеянске на реке Яне, разгружает овощи для дальнейшей переброски в поселок Усть-Куйга Устьянского района. Далее судно пойдет в порт Зеленый мыс поселка Черский Нижнеколымского района. Теплоход же Михаил Мальчиков сегодня следует по Индигирке в поселок Чукурдаха Лайховского района. Прибудет 26 сентября. Также доставят овощи в поселок Белая гора Абыйского района.
Сфера туризма в Якутии за последние 5 лет меняется в лучшую сторону. Так, путешественники, экстремалы и жители разных регионов России и зарубежных стран больше заинтересованы, чтобы посетить самый холодный регион страны. С таким визитом в столицу приехала делегация города Хулунбуир, автономного района внутренняя Монголия КНР. Участники встречи планируют дальнейшее сотрудничество двух государств в сфере туризма. Также на круглом столе стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в области торговли, перспективы реализации проектов в сфере туризма. В период рабочего визита делегация ознакомится с историей Якутии, культурой, традиционными отраслями и родным языком. Напомним, что Якутия и КНР ведут сотрудничество в торгово-экономической сфере с 2004 года. Первостепенная задача китайской делегации из внутренней Монголии – это именно разузнать, познакомиться, потому что у нас сейчас двусторонние обмены Китая и России идут по разным регионам. Так же, как регионы Китая к нам приезжают, также и делегации регионов России приезжают в Китай. И таким образом будут выстраиваться оптимальные маршруты, оптимальные форматы взаимодействия. Мы это дело уже на своем горизонтальном уровне начинаем выстраивать. Геологи оценили запасы подземных вод в Якутии. Прогнозные ресурсы достигают 67 миллионов кубометров в сутки. Это почти 10% от объемов Дальнего Востока. На сегодня в Якутии выявлено свыше 230 месторождений участков подземных вод. Из них более 80 гидрогеологи нашли за последние 5 лет. Поиск новых месторождений воды продолжается. Геологи работают в Кобяйском, Булунском и Вилюйском районах. Работу планируют завершить уже к концу этого года. На днях гидрогеологи нашли новое месторождение воды в селе Хатын-Сасы в Нюрбинском районе. В Якутске проходит 8-й республиканский патриотический слет учащихся и молодежи Всероссийского движения «Юнармия». В течение 3 дней юнармейцы будут участвовать в различных спортивных и культурных мероприятиях. Так, одно из них началось уже вчера. Это военно-спортивная игра «Защитник Отечества». Она пройдет в несколько этапов и продолжится до сегодняшнего дня. Кроме того, ребят ждут зарядки с чемпионом, турнир по гиревому спорту и участие во всероссийской акции «Граффити. Защитник». Эта акция заключается в том, что у нас на территории 202-го микрорайона на стене будет нарисован наш земляк, уроженец Усланского района, который погиб на СВО, обладатель ордена Мужества. Также у нас запланированы еще другие мероприятия. Это школа юнармейца, образовательная программа, турнир по страйкболу, культурные мероприятия, вечер дружбы и так далее. Выставка в рамках всероссийского просветительского проекта «Поезд Победы» впервые прибудет в республику и будет работать с 26 по 28 сентября на станции Нижний Бестях. Поезд состоит из 12 вагонов, из которых 10 экспозиционных. «Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. С начала года выставка побывала в 40 субъектах страны. Для желающих посетить выставку будет организован трансфер из города Якутска до станции Нижний Бестях. О графике работы музея будет сообщено дополнительно. Доброе утро! Ну а в России появится закон о посуточной аренде жилья. Посуточную аренду жилья впишут в жилищный кодекс, соответствующий проекту Минстроя, поддержал Кабмин. С копией решения правительственной комиссии ознакомились «Известия». Статус посуточной аренды сейчас остается неизвестным. После того, как в 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы. В документе предлагается прописать, что собственник жилья вправе сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочно, при условии соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилым помещениями, а также правил содержания общего имущества дома, следует из текста проекта. Сдавать квартиру в аренду – это неотъемлемое право собственника распоряжаться своей недвижимостью, сказал аналитик Народного фронта Павел Склинчук. Законопроект устраняет неопределенности в жилищном праве, которая возникает после запрета хостелов, сказал он. По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, официальное разрешение краткосрочной сдачи жилья позволит сделать рынок аренды более прозрачным и увеличить число налоговых поступлений в бюджет. Но пока законопроект хоть и затрагивает важную проблему в предложенном варианте, не совсем ее решает и в случае его принятия в первом чтении требует серьезной доработки в рамках подготовки ко второму.
А мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. И сегодня представим вам 8-летнего Виталия. Добрый, искренний и позитивный мальчик очень нуждается в заботе и любви, которые он обретет в семье. Знакомьтесь, Виталий. Ему 8 лет. Я люблю рисовать, лепить. А в школе у тебя какие любимые предметы? Русский, литературное чтение, окружающий мир и технологии. Виталий старательный и усидчивый мальчик. У нас Виталий обходительный, легко выходит на общение с ребятами, старается учиться. Кроватку сам заправляет, на диалог хорошо выходит, любознательный, помогает в уборке. Ходит он на кружок у нас, лепить любит очень хорошо. Лепка – любимое занятие Виталия. Он сам придумывает то, что будет лепить, делая это с удовольствием и большой фантазией. Виталий добрый, открытый и любознательный мальчик. Он легко общается с людьми, проявляя живой интерес ко всему происходящему. Виталий стремится достичь поставленной цели. Нравится Виталию занятия в компьютерном классе, где он может также играть в любимые игры. Виталий общительный и позитивный ребенок. У него много друзей. А больше всего мальчику нужна дружная семья, любящие и заботливые приемные родители. Ну, надеюсь, что этот прекрасный мальчик обретет свою семью в будущем, потому что я считаю, что маленькие дети должны обязательно быть семьей. Да. И не только я об этом считаю. Герой следующего материала, египтянин Мохаммед Ради, не знает понятия как чужой ребенок, а в арабском мире первоочередная любовь к детям. Все дети свои, говорит он. Эта любовь привела иностранца к тому, что мужчина открыл в Омске развивающий центр для детей с особенностями. Египтянин Мохаммед Ради открыл в Омске развивающий центр для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ради тебя». Несколько лет назад мужчина влюбился в русскую девушку Надежду и принял решение переехать и создать семью в сибирском городе. В 2022-м Мохаммед вместе с супругой открыли центр для особенных ребятишек, который работает по методике семейной мягкой школы. Я увидел, что в Омске на самом деле нет заботы, или ее совсем немного, об этих малышах, и я подумал, что должен дать им лучшее из лучшего. Мы работаем с детьми, у которых есть какие-либо проблемы с речью, какие-то проблемы с тем, как справляться с коммуникацией. И главное это то, что мы поднимаем их до уровня нормальных детей. Сейчас клуб Мохаммеда посещает 40 детей. С ними работают психолог, дефектолог, нейропсихолог и логопед. По вечерам проводятся занятия для родителей особенных ребят. Семейная мягкая школа – это очень мягкая методика по работе с детьми. Она идет через игру. То есть это тисканье, это толкание, это обнимание. Это максимально мягкие и комфортные для родителя и для ребенка упражнения, которые формируют ситуацию элементарного успеха у ребенка и способствуют его развитию. Сергей Казаков вводит в центр «Ради тебя» сына Алексея. По словам мужчины, методика семейной мягкой школы подошла его ребенку. Мальчик стал более спокойным и лучше разговаривать. Я доволен этой методикой. У меня даже шок был, когда ребенок сам пошел на занятия один. То до этого с ним на занятия идешь, он или мама, или папа. Кто с ним приехал, вот с ним должен быть в кабинете находиться. Здесь он стал один ходить у нас. Да, есть у него сдвиги пошли. Он уже и начинает как бы больше слов появляться у него, болтать. Мохаммед также рассказал, что планирует открыть подобные центры для особенных детей и в других городах, а также мечтает создать комплекс с бассейном и ипподромом. Ну, а сейчас немножко поговорим про здоровье. Процедура хиджама – одна из проверенных столетиями медицинских практик. Ее название переводится с арабского языка как «высасывать». Она заключается в кровопускании с усилением эффекта при помощи использования вакуумных банок. Этот метод долгое время применялся для лечения широкого спектра заболеваний. Каких, расскажет представитель профессии.
Меня зовут Сардана Альбертовна Саидова. Я хаджа. И мы сейчас начинаем процедуру сухой хиджамы. Ну, наверное, начнем с терминологии. Что такое вообще хиджама? Хиджама переводится как высасывание крови. Это древняя процедура, которая относится к категории народной медицины. Вот. Сейчас популярность набирает. Вы видите, наверное, знаменитости спортсменов, знаменитости, певцы, артисты и так далее. Да, они делают хиджаму с определенными характерными следами, выходят. Хиджама действительно благотворно влияет на весь организм. Вот вы буквально видите начало, то есть мы, конечно, вначале проводим, скажем так, диагностику, анамнез, чтобы выявить противопоказания есть, да, для хиджамы. Вот. А потом уже после того, как давление измерили, все узнали, пациент, клиент не должен, значит, скрывать какие-то свои болезни для того, чтобы не навредить себе. Вот. После этого, если есть, значит, показания, мы делаем перед хиджамой небольшой массаж для того, чтобы разогнать, скажем так, кровь. Вообще, раньше делали, в древние времена делали хиджаму из рогов крупных рогатых скотов. Значит, сейчас очень удобно, такие баночки, есть специальные стеклянные баночки. Да? Хиджама относится к категории массажа, потому что по номенклатуре нет профессии хаджама. Вот, поэтому нужно, чтобы стать хаджамом, необходимо пройти основы классического массажа. Значит, я сама училась в Дагестане на хаджама. Это есть крупный медицинский центр в городе Махачкала. Мы учились у первых хаджамов, значит, терапевтов Северного Кавказа. И проходила еще обучение здесь в медицинском колледже. Основы классического массажа. Курсы медицинские медсестер. То есть человек, который занимается, конечно же, этой профессией, он должен иметь сертификацию. Естественно, но первое я, наверное, выделила бы то, что человек, который работает с людьми, он должен любить людей. Вот это, наверное, очень важный фактор. Да? Почему? Потому что если ты не обладаешь такими качествами, да, тебе сложно помочь другому человеку. Поэтому моя первая задача – помочь. То есть мы не лечим, а скорее всего это для профилактики, да, потому что профилактики, наверное, дешевле, чем лечение. Вы же понимаете, что сейчас очень много людей, которые лечатся и залечиваются, да, очень много больных людей. А хиджама, вообще, если мы возьмем сухую хиджаму в данном случае, да, очень хорошо помогает при таких заболеваниях, как опорно-двигательный аппарат, у кого проблемы с системой кровообращения, то есть усиление кровообращения. Вот если мы сейчас, что происходит, спросите, да, то сейчас прямо вот как бы, скажем так, внутренний МЧС организма включается, то есть внутренние резервы организма включаются, усиливается кровообращение, лимфоотток, местный иммунитет, то есть количество лимфоцитов увеличивается, да, таким образом мы стимулируем тоже общий иммунитет. То есть это такая благотворная процедура, которая в целом на весь организм работает. Отдых на Цветочном море. Жители китайского Линчжоу гуляют по полям пушистой Мюлленбергии. В городском округе Линчжоу китайской провинции Гуанси расцвела пушистая розовая трава Мюлленбергия. По полю площадью более 4
тысяч квадратов метров, гуляют и фотографируются местные жители. Войо рассказала, что увидела необычное растение в интернете и решила приехать, чтобы сделать фотографии. В эти выходные я наконец-то приехала посмотреть на них, и они мне показались очень сказочными и красивыми. Фотографии, которые мы здесь сделали, тоже очень красивые. Ну а другая местная жительница назвала полис Мюлленбергии цветочным морем. Мюлленбергия волосовидная, это многолетнее травянистое растение с розовыми цветками, которое вырастает до 30-90 сантиметров в высоту и до 90 сантиметров в ширину. Мюлленбергия традиционно цветет с сентября по ноябрь. Но достаточно красиво и необычно, да? Ну, мне больше всего нравится, что она с сентября по ноябрь цветет, и я всегда проводишь параллели с местом, где ты живешь, и думаешь, а что у нас в сентябре, что у нас в сентябре, что у нас в Якутске с сентября по ноябрь? Ну, Мюлленбергия не растет точно. Но очень сказочно. Но я скажу то, что у нас в России тоже очень много сказок. Не спорю. И 10 лет назад супруги Саранские переехали в заброшенную деревню с красивым названием Тайник, 60 километров от города Кирова. Они купили старинный дом, 20 соток земли и основали эко-усадьбу для туристов «Мастерская сказок». О том, как создается мир русских преданий, смотрите в следующем материале. Заброшенная деревня Тайник Кировской области всего за несколько лет стала центром притяжения туристов со всей России. Это заслуга дизайнера Сергея Саранского и его супруги Веры. Мастер проводит экскурсию по созданному им эко-имению, где все сделано из дерева. Когда мы 13 лет назад сюда приехали, деревня была нежилая. Первые зимователи мы топтали тропку снежную, ходили до остановочки. Сейчас деревня стала жилой, много гостей приезжает, автобусами, детишки, всякие разные инвалиды, и пенсионеры, и фирмы приезжают поотдыхать, поучиться, побыть в энергиях творческих, волшебных, сказочных. В Тайник Сергей с женой сбежали от городской суеты. И тогда даже не представляли, что создадут здесь сказочное имение. Но после строительства первого дома «Воронье крыло» новые здания начали появляться на участке Саранских каждый год. Сейчас для посетителей открыты несколько гостевых домов. Например, «Машенька» и «Звездолет». Есть еще и баня, отдельное помещение для проведения торжеств, кострище, дом на дереве и бассейн. Весь этот комплекс хозяева назвали «Мастерская сказок». Сказочная тематика проходит через все, начиная уже практически с младенческого возраста каждого человека. То есть с молоком матери мы впитываем эту информацию, а через сказки нам давали сакральные знания, глубинные, многослойные, как раз через сказки. То есть это руководство к выживанию. Больше всего времени дизайнер проводит в огромной 400-метровой мастерской. Там он создает новые деревянные шедевры. Работой с этим материалом дизайнер увлекся еще в Кировском художественном училище. Теперь он сам передает свои знания молодежи на специальных мастер-классах. В ход идет все – ветки, корни и даже кора. Из этого Саранский создает предметы мебели и скульптуры. Порой он и сам не знает, что получится в итоге. Где-то даже и ясного образа нет, только какое-то направление. А потом свыше все это идет потоком и моментально тут же на глазах складывается, прямо на глазах гостей. Пилю тут что-то из бревна, например, какой-нибудь трон или стул, или маятник, или еще что-то. Сейчас Сергей управляет имением самостоятельно. Родственники предлагали ему переехать, но у проектировщика еще много планов на мастерскую сказок. Фотомарафон «Твой, мой, наш университет» стартовал 14 сентября в День первокурсника в Северо-Восточном федеральном университете. В 10 номинациях фотоконкурса могут участвовать студенты, сотрудники и выпускники вуза. Подробнее об этом поговорим с людьми, непосредственно связанными с этим фотомарафоном. Это Евгения Аргунова, руководитель группы по развитию связей с партнерскими организациями университета, и фотограф, выпускник университета Сергей Шарин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Евгения, первый вопрос, да.
уже не первый, да, раз проводит фотомарафон, второй раз, если мы правильно все помним. Что вообще из себя представляет проект? Кто к участию приглашается? Мы сказали, что студенты, и выпускники, и, собственно, преподаватели, может быть, кто-то еще. Да, действительно, это уже стало такой доброй традицией. Второй год мы проводим этот фотомарафон. Вообще основным организатором является университет при поддержке Лиги выпускников СВФУ и ИГУ. И вот по инициативе выпускников этот проект был организован. Соответственно, он поддерживается выпускниками, организуется выпускниками, ну и как бы проводится выпускниками, получается. В прошлом году у нас поступило более 120 работ, насколько я помню. И традиционно мы проводим по 10 номинациям этот конкурс. 14 сентября, День первокурсника, традиционно мы тоже его стартовали, и он будет продолжаться до 5 октября. 6 октября мы будем награждать уже победителей. То есть уже станет Да. известно, кто Да. будет, собственно, кто лучше всех нафотографировал. Вообще требования к участию, к участникам, может быть, к работам какие-то? Ну, так как я говорила, что это инициатива выпускников, я, наверное, дам слово члену жюри, выпускнику. Так, по требованиям, да, ну, требований особо нету, это же фантазия человека, то есть фотография — это такая творческое видение людей, да, как говорится. Вот, и требований особо нету, ну, конечно, чем выше качество, тем лучше, потому что там и на печать как бы будет отправляться, да, вот, все, что видят в рамке темы. Получается, да. Фотографии про университет, да. по сути. Ну, 10 номинаций, 3, как бы я перечислю, основные, да, номинации. У нас есть отдельная номинация для выпускников. Туда могут предоставляться фотографии выпускников СВФУ и ИГУ. Ну, как бы это важно, потому что университет, он объединяет два, как бы старое и новое, да, скажем так. Есть отдельная номинация для первокурсников только этого года. Также есть номинация отдельно для стройотряда всех лет. То есть, как бы есть отдельные тематические такие рубрики, куда можно отправить вот тематические именно фотографии. Ну, остальные там это городской пейзаж, тайное место силы. Это, как бы, если вы пройдете на телеграм-канал фотоконкурса, вы увидите все, что подробно там все описано. А телеграм-канал как называется? Телеграм-канал так и называется, фотомарафон СВФУ. Как бы, если у нас есть QR-код на экране, то, возможно, вы увидите, да, и можете перейти. Ну а кто будет оценивать работу? И, Сергей, какие бы вы рекомендации бы дали бы участникам конкурса? Ага, так, по жюри нас будет 5 человек. Вот. Это 3 фотографа, у нас спонсор есть, и с СВФУ, получается, как бы представитель да, СВФУ. Вот. По рекомендациям, да, хочется, конечно, желательно, классно было бы, возможно, у кого-то есть старые фотографии, например, зима, там, скажем, да, те, которые ребята могут же в архиве сейчас спокойно посмотреть, вот, и могут доработать, обработать, там, вырезать как-то, вот, возможно, и тоже его положить к участию, например. Все времена года прикольно было бы посмотреть. Какие-то, возможно, плюшки в плане того, что там отражение, не отражение, зеркало использовать, какие-то там в камеру, перед камерой что-то там поставить, чтобы более, да, более интересно было. Ну, как бы приветствуется такая тема, да. Вот. Классно было бы, например, если даже есть какая-то история, возможно, да, очень было бы замечательно. Например, вдруг у них есть, скажем, парочка какая-нибудь, там, любовная история в СВФУ, как бы, тоже классно было бы такое снять. Потому что в прошлом году вроде бы такого не было. Ну, я ждал, возможно, какая-то вот любовная парочка была бы. По-моему, в прошлом году не было такого. Ну вот, кстати говоря, вот можно сказать, в прошлом году какие работы вообще, в принципе, были, и тем более, что сейчас их демонстрируют на экране, можно немножко даже про них поговорить. Про прошлогодние работы, скажем так, то, что не особо, ну, наверное, это так как первое было, это как не все были как бы проинформированы, потому что в основном были достаточно любительские. На самом деле мы как бы ждем работы от профессионалов и от, как говорится, начинающих, те, которые там не надо бояться в плане того, что профессионалы, значит, у нас нет шанса. Нет, возможно, у этого человека какое-то внутреннее чутье, мир, да, как говорится. Может, эти работы нам больше понравятся, чем профессионалам, например, скажем, да. В прошлом году были даже такие работы. То есть ребята там, у нас участник был
с этого. Иностранец. Иностранец, прям классно. Он очень много фотографий отправил. Вот его видение, например, совсем другое было, нежели чем местные ребята совсем. Ну, типа такого. Ой, простите. Типа такого, да? То есть имеется в виду. Классно, когда новое видение, то есть показывает университет. Например, мы, ладно, там давно учились, мы выпускники. Мы вот так его уже. Да, мы его как-то вот так вот уже вдоль поперек все везде знаем. А новые ребята, они могут новые ракурсы вот увидеть, показать. А скажите, пожалуйста, есть какие-нибудь ограничения? Там 1 фотография, 2 фотографии можно отправлять? Или можно отправлять по всем номинациям по 5-10 фотографий? Ну, вообще по положению по 1 фотографии на номинацию можно отправить, да. То есть как бы это единственное, по сути, ограничение. Ну и как бы конкурс мы проводим с 14 лет, могут участвовать все люди. Относящиеся к университету. Вот, кстати, заговорив про старые фотографии, ну, как вы сказали, вдруг вот есть старые фотографии, имеется там прошлогодней зимой пофотографировали, я как-то вот еще дальше в старость, скажем так, ударился. А нет ли случаев номинации вдруг какого-нибудь там архивного фото еще вот черно-белых времен? Ну, есть, да. Есть отдельная номинация. У нас же вот, ну, вообще мы принимаем архивные фото, да, но как бы в некоторых номинациях туда можно предоставить. Стройотряду вот. И мы это делали уже. Есть. Ну и на сегодняшний день уже сколько-то работ поступило? На сегодняшний день пока немного работ, но мы ждем, что вот люди так организуются. В прошлом году было тоже, как бы сначала не было, все так насторожно. Да, и в последние дни у нас был прям поток. Ну давайте, чтобы у нас был поток, да, давайте узнаем, до какого числа у вас принимаются заявки. До 5 октября мы принимаем работы. Куда? На наш телеграм-канал. Там есть сообщения с номинацией, можно туда их прям постить и подписывать. Еще будет за 3 дня до окончания, как говорится, конкурса дополнительное некое такое задание, но это секрет, можно сказать. Очень интересно будет. Неожиданность будет. Да, неожиданность. Сюрприз. Ну, спасибо. Надеюсь, фотографий придет больше, чем в прошлом году. Возможно, даже пополнится и архив фотографий, ну, архивными фото, соответственно. Желаем вам удачи и хорошего дня сегодня. Спасибо. А сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Эпидпорог по ОРВИ превышен в Якутии почти на 78%. Превышение эпидпорогов заболеваемости зафиксировано в основном среди детей. В Якутии на конец прошлой недели зарегистрирован 7501 случай ОРВИ. По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа, на территории республики циркулируют вирусы негриппозной этиологии. На сегодня в регионе продолжается иммунизация населения. Привит против гриппа 71 471 человек. В их числе 22 149 детей. Напомним, в Якутии не планирует вводить ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Новый фельдшерско-акушерский пункт готовят к сдаче в конце этого года в селе Арыктах Кобяйского района в рамках нацпроекта здравоохранения. Строители приступили к монтажу быстро возводимых модулей в июле. На данный момент корпус практически готов. К нему подвели системы отопления и канализации. Как сообщила главный врач Кобяйской центральной районной больницы Диана Варфоломеева, сейчас идет завоз всего необходимого. Часть оборудования уже доставлена. Более габаритную технику и медицинскую мебель привезут по зимнику. 2 передвижных медицинских комплекса лучевой диагностики поступили в Якутию. Комплексы переданы Чурапчинской и Амгинской центральным районным больницам. Они укомплектованы аппаратами ФЛГ и маммографии. В день в них могут обследоваться более 60 человек. Оснащение больниц современной техникой и оборудованием – один из наших главных приоритетов. За последние 5 лет в Якутию поступило 18 передвижных мобильных комплексов. И эта работа продолжается, отметил глава региона Айсен Николаев. Всего 11 851 многодетная семья получила земельные участки с начала 2011 года в республике. На получение земельных участков всего было подано 27 643 заявки. Из них под индивидуальное жилищное строительство предоставлено 8 379 участков. В настоящее время обеспечена электрификацией свыше 7 тысяч участков, газификацией 3,5 тысячи земельных участков. Об этом сказали в региональном Минстрое. На реализацию данной программы из государственного бюджета республики в 2023 году выделено 109 миллионов рублей, на будущий год 150 миллионов.
Новый парк с фонтаном построили в городе Кировское в ДНР по инициативе и с финансовой поддержкой Дальневосточной Республики. В общественном месте предусмотрели пешеходные дорожки, лавочки, уличное освещение. Также обустроили дорожку для велосипедистов. Кроме того, в парке установят детскую площадку. Строительство объектов подшефном Якутии и городе Кировское является частью гуманитарной миссии, которую регионы России оказывают новым территориям. В этом году идет восстановление 28 объектов, в том числе 2 школ, 3 детских садов, городской больницы и библиотеки. 20-летний юбилей отмечает Маганский производственный комплекс авиакомпании «Полярные авиалинии». Здесь выполняется ремонт и техническое обслуживание всех воздушных судов компании. Это свыше 65 единиц техники. В год из аэропорта Маган выполняется около 1600 вылетов в самые разные уголки нашей республики. А ведь еще в 2003 году на базе комплекса располагались лишь 2 воздушных судна – 1 вертолет и самолет. Сегодня же это динамичное и быстро развивающееся предприятие – сердце авиакомпании. Начиная с 2017 года приобрели уже 5 новых вертолетов. В этом году при поддержке правительства республики мы приобрели 2 новых вертолета. И чему мы очень рады. Это позволит нам более качественно исполнять свою работу. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну, это «Утро Якутии». В начале нашего эфира мы сегодня задали вопрос, правильно ответив быстрее всех, на которые, и самое главное, развернуто, получите вот такие 2 пригласительных на 1 персону каждый. В одни руки оба пригласительных уйдут. Отвечать нужно в нашем телеграм-канале, ссылка внизу. Вон там QR-код, сканируем, попадаем, подписываемся. Подписанность мы обязательно проверим, это немаловажно. И имеет смысл повторить вопрос, потому что скоро мы подведем итоги розыгрыша. Собственно, что в 1960-х, 70-х годах в Якутске делали с безбилетными гражданами общественного транспорта? Вот такой вот вопрос, который позволит, правильный ответ на который позволит получить 2 пригласительных и сходить уже, может быть, в эти выходные в кино. Ну, кстати, скоро уже у нас выходные, осталось совсем немножко. Это самое прекрасное и хорошее время, чтобы выспаться, сделать пару дел по дому и, конечно же, хорошо отдохнуть. Мы уверены, что лучший отдых – это поход в кино. Рассказываем, что посмотреть в кинотеатрах Якутска в ближайшие пару дней. Вот по-твоему, кто лучший автогонщик? Наверное, Бори. Я сделаю его за круг. Смотрите с этого четверга в кинотеатре «Центральный». Ты только и делаешь, что в видеоиграх гоняешь на виртуальных болидах. К примеру, спортивной драмы «Гран Туризмо». Британский подросток Ян Марденборе хочет стать гонщиком, но у его семьи нет денег. Поэтому парень часами играет в «Гран Туризмо» на PlayStation 2 и совершенствует там технику вождения. Отец Яна – бывший футболист и сейчас работает на железной дороге. Мужчина с иронией относится к увлечению сына. Все меняется, когда руководитель маркетинга Nissan Дэнни Мур презентует боссам необычную идею. Компания устраивает конкурс среди лучших гонщиков Гран-туризма, а победителю позволит соревноваться с профессиональными спортсменами. Ян участвует в отборе и попадает в шорт-лист. Финалистов отбирает автомеханик Nissan и бывший гонщик Джейк Солтер. Он подвергает геймеров суровым физическим испытаниям и давит на них психологически. Перегрузка вдвое выше, чем у космонавтов при взлете. Это не экранизация одноименной игры, а кино на основе реальных событий. Благодаря Гран-туризмо Ян Марденбор научился водить гоночные машины, а затем стал настоящим пилотом и установил несколько рекордов. Гран-туризмо. Литературная классика впервые на большом экране. Трагическая любовь 2 юных сердец сквозь века передавалась из уст в уста и превратилась в нетленную легенду. В 21 веке у нас теперь есть возможность увидеть эту легенду в виде полнометражного художественного фильма, основанного на реальных событиях. Режиссер Константин Тимофеев постарался оставить классику в чистом виде, чтобы сохранить для будущего поколения. Вам и вашим детям нельзя упускать такую возможность.
Өлбөрбөт улуу таптал туһунан кийне. Тимофей Сметанин айымнитынан локут уанна нюргуhun. С возвращением, милая. В 2010 году Сильвестр Сталлоне собрал легенд эпохи боевиков в команду неудержимых. Выглядело это так, будто легенды хотели похулиганить и вернуть добро с кулаками на большие экраны. В итоге каст нахулиганил на очень приличные сборы, из которых выросла целая франшиза. 21 сентября в российский прокат ворвутся долгожданные «Неудержимые 4». Добро обязательно окажется сильнее зла. Только в этот раз спасать планету будут новые герои и несокрушимый Джейсон Стейтем. По сюжету, после ухода Барни Росса, Сильвестра Сталлоне и отстранения от дел Крисмоса формируется новый состав «Неудержимых». Однако команда терпит фиаско и оказывается в плену. Исправлять ситуацию призывают Крисмоса, который вынужден едва ли не самостоятельно проникнуть в стан врага, спасти боевых товарищей и весь мир, заодно восстановив подмоченную репутацию неудержимых. А вам не стыдно? Вас весь автобус ждет. Вы что, выпили? Да шампанское прилилось. А на женскую аудиторию нацелена комедия «Я богиня» с Александрой Бортич в главной роли. Название проекта призвано вызвать ассоциации с хитом «Я худею». Вы в культурной столице находитесь. Тут вам не Псков. По сюжету она – наивная школьная учительница Лена. Жизнь не сложилась. Она теряет работу и мужа. Однако есть способ изменить судьбу. Героиня записывается на тренинг «Стать богиней». Вроде все налаживается, новая жизнь и новый поклонник, но Лене предстоит решить, стоит ли новый имидж таких усилий. Александр, отвезите меня в Арктику. Можно. Только не сейчас. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. А иногда, кстати, кино хочется посмотреть вот прям по телевизору со всей этой рекламой и так далее. Какое-то есть определенное чувство. И чтобы вот все домочадцы могли воспользоваться такой возможностью смотреть именно через телевизор, придумали телевизор, не поверите, для собак. Он, кстати, покоряет интернет. Dogsplay экран адаптирован под особенности зрения псов, а предложенные программы будут интересны всем обладателям лап, усов и хвостов. На Kickstarter собирают деньги на запуск ТВ для собак. Ключевая особенность проекта – компактный телевизор с дисплеем, отображающим измененную для собак картинку. Dogsplay называют первым в мире устройством для просмотра фильмов и прослушивания музыки для псов. Девайс поддерживает двустороннюю видеосвязь, позволяет следить за питомцем и его состоянием, если хозяина, например, нет дома. В отличие от картинки на обычном телевизоре, Dogsplay показывает только синие, желтые изображения и некоторые оттенки серого. Это связано с особенностями дихроматического зрения собак. Другие цвета они различать, к сожалению, не могут. Известно, что при создании фильтров и самого экрана Dogplay использовались разработки бренда Samsung в сфере гаджетов для людей с дальтонизмом. Встроенные программы технологии DocFix меняют и корректируют частоту, насыщенность и контрастность кадров в зависимости от угла образа пса телезрителя. Контент разнообразный. Например, можно выбрать релакс-видео, в которое рыбки плавают в аквариуме. Также есть ролик с прогулками других псов и многие другие. Один из самых популярных вопросов: подойдет же этот телевизор для других животных, для кошек? Ответ идет не совсем. У кошек другое зрение. Но необычный девайс может заинтересовать и этих пушистиков. В будущем владелец кошек обещают создать особый кототелевизор. На Kickstarter за телевизор для собак Dogplay просят $500. То есть по нашему курсу это 48 200 рублей. Доставлять заказы начнут в ноябре 2023 года.
Ну вот перебью свой тезис, который перед этой новостью сказал, что теперь можно и с собакой смотреть, и добавлю, что теперь придется еще и с дополнительным домочадцем спорить, а что сегодня смотрим. Смотреть, да. Да, если раньше в этом участвовало 3 человека, теперь еще будет пес, а пес еще и укусить может, поэтому будем смотреть только рыбок и прогулки других собак. Ну а может быть потом впоследствии к высокому кинематографу можно будет четвероногих тоже приучить к великим каким-то произведениям. Ну, а, собственно говоря, про кинематограф, да, мы вот недавно вопрос повторяли, в начале эфира объявили розыгрыш вот этих 2 замечательных пригласительных в кинотеатр «Центральный» на 1 персону каждый, но попадут они в одни руки. Вопрос был достаточно интересный, что в 60-х, 70-х годах прошлого века в Якутске делали с, собственно, безбилетниками на общественном транспорте. Мы просили именно вот такой развернутейший ответ, поэтому как бы поначалу были кусочки такого правильных ответов так или иначе, но вот Нюргуяна дала максимально развернутый ответ, как будто сама вот была очевидцем этих событий. Проезд без билета наказывался штрафом в сумме 1 рубль, по тем временам большие деньги, при этом контролер вписывал в штрафной талон все данные пассажиров вплоть до места работы, а сколько еще изрекал ругани при этом, потому не оберешься, позору не оберешься. Контролеры проверяли пассажиров, безбилетных штрафовали, вручали красный штрафной талон, выручку сдавали в кассу. Бывало, еще коллективные рейды проводили для устрашения. Безбилетных фотографировали, затем их фото помещали в автобусах, в общественных местах, на видном месте, с фамилиями и огромной надписью. Они ездили с зайцами. И, собственно, Нюргуяна, вот эти 2 билета за такое прям чуть ли не изложение событий тех дней, мы с вами свяжемся, эти билеты обязательно вам вручим. Хорошего вам просмотра какого-нибудь хорошего фильма, который в эти выходные будем. А мы с вами, дорогие телезрители, начинаем прощаться. Завтра мы с вами снова встретимся, а мы вам желаем хорошего дня и позитивного. Всего доброго. До свидания.